Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 17 июля. Это у нас понедельник. Смотрим мы с вами все знаки зодиака по очереди, начиная с овнов и до рыбок. По 6 знаков в двух частях у меня будет. Это первая часть, первые 6 знаков. Овны, 17 июля, понедельник. Новость. Первое событие у вас. Тайное свидание. Ну или тайная встреча какая-то. Второе событие. Верность. Третье. Радость, солнышко. Шарики, хорошая новость. Победа. Подарок. Рыбу нельзя. И здесь нет. Значит, смотрите, получается первое событие новость, второе событие гармоничные отношения в паре, свидание. Хорошая новость. Возможно, это просто, да, вот детали вот этой новости. Ну, как бы нам описывают. Возможно, две будет. Дальше победа, радость и подарочек. Ну, вот такой вот у вас замечательный день будет в понедельник. Благодарю за внимание. Овны, перехожу к тельцам. Тельцы. Семнадцатое июля. Тельцы. Понедельник. Хорошие новости. Будильник предупреждает вас о том, что будут проблемы со временем, вы можете куда-то опаздывать. Деловой разговор. Продолжаю писать. Оборвалось видео у меня по непонятным причинам. Слезы. Кровать, интимная связь. Череп. Плохое самочувствие, болезнь. Возможно, слезы это от боли, может быть, например, болеть может что-то. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, что получается. Проблема со временем. Можете куда-то не успевать. Дальше хорошие новости, деловой разговор, слезы
интимная связь и болезнь. Возможно, здесь кровать проиграется как желание просто, да, вот полежать, отдохнуть. Если, допустим, болезнь проиграется плохим самочувствием, может быть так еще. Ну, вот такая информация для вас. Тельцы на понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу к близнецам. Смотрим, близнецы. Семнадцатое июля. Понедельник, события дня, близнецы. Успех. События, которые повторяются каждый месяц. Нерешенный вопрос. Книгу нельзя. И здесь нет. Ну, я больше событий у вас не увидела. Получится 3 события. Первое — успех. Второе — нерешенный вопрос. То есть какой-то вопрос будет успешен, да, то есть, а какой-то нет. Поэтому тут сложно сказать точнее. И еще будет событие, которое повторяется каждый месяц в этот день. Либо не каждый месяц, а имеет какой-то цикл еще иногда. Да, то есть, возможно, через какое-то определенное количество дней повторяется. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Семнадцатое июля. Раки. Понедельник. Так, смотрим. Конвертик. Получение у вас будет в понедельник. Деньги. Это событие, связанное с финансами. События в доме. Праздник. Слезы. Может быть, слезы радости. У вас, в принципе, плохих событий нет. Ага, печаль. Нет, все-таки нет. Слезы, печаль, наверное, это будут, потому что выпадает печаль.
Так, и здесь нет. Получается, у вас в этот день может быть получение деньги, может быть получение денег в конверте, не знаю, как вариант. Получение деньги, затем какое-то событие, праздник, мероприятие какое-то, может быть не очень приятное, да, то есть выпадает рядом два негативных события, это печаль и слезы, да, то есть поэтому может быть как вариант, либо на этом празднике произойдет что-то, что вызовет у вас разочарование и слезы, может быть так. Вот такая вот информация для вас, раки, на понедельник. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к левушкам. Смотрим, львы. июля. Львы, понедельник. Удача, подкова. Встреча. Нерешенный вопрос. Обман. Обман или весы здесь еще можно было тоже сделать, поставить. Но я увидела маску первую, оставляю ее. Цветочек нельзя. Здесь нет. Получается 4 события. Первое событие — это удача. Дальше встреча. Может быть больше деловая, рабочая, да, чем какая-то вот личная. Нерешенный вопрос. Возможно, если это деловая встреча, то вопрос на ней не решится. Такая подсказка для вас. Ножницы, видите, разделяет две карточки, то есть еще как минимум 2 шага, да, то есть надо до решения этого вопроса. И маска — обман, то есть кто-то вас может обманывать. Иногда маски одеваем мы, то есть мы можем обманывать, поэтому тут и так может проигрываться. Ну, на всякий случай, да, если вы никого обманывать не собираетесь, то будьте осторожны, вас могут обмануть в этот день. Благодарю за внимание, либо перехожу к девам. Дева, 17 июля, события дня. Понедельник. Понедельник, девы. Конверт, первое событие. А, нет, не первое, вот еще есть свидание тайное. Конверт — это получение.
ссора, метла, змея. Возможно, вот ссора со змеей. Это человек такой, знаете, ядовитый, токсичный, да, то есть с которым лучше не общаться. Верность. Сундук нельзя. Новость. Печаль. Цыпленка нельзя, и здесь нет. Значит, смотрите, что получается. Может быть тайная встреча в этот день с кем-то. Новость, гармоничные отношения в паре, получение, ссора. Скорее всего, ссора будет со змеей. То есть это человек, ну, очень такой острый на язык. И печаль. То есть вы будете разочарованы. Ну, потому что получите какой-то удар, видно, от этой змеи. Поэтому вот тут будьте к этому готовы, да, к этой ситуации. Ну, возможно, вам удастся как-то ее избежать. Да? То есть, если не реагировать на эту змею, то, возможно, не будет ссоры и не будет разочарования. Так что вот так. Благодарю за внимание, девы. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будет во второй части видео. Ссылочку, как всегда, оставляю для вас под видео в описании. Жду вас во второй части.